Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Бадыр Гунба обсудил с членами Совбеза вопросы проведения оперативно-тактических учений. В солнечной Абхазии завершился международный конкурс красоты «Леди мира». Мероприятие ежегодно собирает участниц из России и стран зарубежья. Акцию по стерилизации домашних и бездомных животных провели в Абхазии. Президент Бадыр Гунба провел внеочередное заседание Совета Безопасности, на котором обсуждались вопросы, связанные с проведением оперативно-тактических учений с группировкой войск Вооруженных сил Абхазии. По приказу главнокомандующего Вооруженными силами Абхазии президента Бадыры Гунба оперативно-тактические учения проходят с 13 по 17 октября на всей территории Абхазии в круглосуточном режиме, без оперативных пауз, с широким привлечением резервистов. Данные поручения по проведению оперативно-тактических учений с группировками войск Вооруженных сил Республики Абхазия. Учения уже начались. Они стартовали с внезапного подъема по боевой тревоге. Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач с момента получения сигналов оповещения и команд боевого управления. Проведение таких учений имеет особое значение. Они позволяют не только проверить уровень боеготовности наших подразделений, но и отработать взаимодействие между всеми структурами, ответственными за оборону и безопасность нашего государства. От слаженности, оперативности и дисциплины каждого военнослужащего зависит эффективность всей системы национальной обороны. Сегодня на внеочередном заседании Совета Безопасности мы рассмотрим текущее состояние военно-политической и стратегической ситуации как в Абхазии, так и вокруг нее, а также определим первоочередные меры по дальнейшему укреплению обороноспособности нашего государства. Мы должны последовательно укреплять наши вооруженные силы как главный гарант стабильности, мира и безопасности нашего государства. Сильная армия, высокопрофессиональные кадры и надежная система координации действий – это залог уверенности граждан в завтрашнем дне и защиты национальных интересов. В администрации города Сухум прошел один из этапов оперативно-тактических учений с группировкой войск Вооруженных сил Республики Абхазия. Согласно легенде, учение в данном из районов Приморской республики состоялось показ работы штаба территориальной обороны. Было доложено, что штаб работает слаженно в соответствии с планом учений. В заседании приняли участие премьер-министр Владимир Дылба, министр обороны Владимир Ануа, начальник Генштаба Министерства обороны Республики Абхазия Владимир Савченко, главы администрации городов и районов республики. По поручению главнокомандующего Республики Абхазия Вооруженными силами мы сейчас проведем мероприятие по общим тактическим нашим позициям в рамках проводимых мероприятий в соответствии с решением президента Республики Абхазия. Эти мероприятия покажут и недостатки, и преимущества. Потом мы, естественно, все вместе с учетом специалистов оценим и будем точно понимать в экстренных ситуациях, как себя вести, как поступать, как слаженно будут работать все уполномоченные органы государственной власти, силовой блок, вооруженные силы Республики Абхазия. Поэтому я со своей стороны проинформирую главу государства. Полагаю, что у нас еще впереди несколько дней, мы точно проведем также отлаженно вместе, все выполняя боевые задачи. Мы обязательно к чему-то придем, конечно, все вместе. Но мы на этом не остановимся, мы будем дальше продолжать. Конечно, значит, мы к этому уже с июня месяца идем. Так что большое спасибо. Естественно, учения будут продолжаться, мы доведем его до конца. И нашими учениями командует президент, главнокомандующий. И мы все обязаны, конечно, выполнять поставленные задачи.
Итак, в абхазской армии начались оперативно-тактические учения. В соответствии с приказом главнокомандующего вооруженными силами в 1-й и 2-й резервной бригаде начались сборы. С раннего утра в призывной пункт обращаются все резервисты со всех сел Очамчирского района и города Очамчиры. Они проходят регистрацию. Атола хада иуспка инакуршана Очамчира район акти альбати бригадовха ачаза азра халаги. Аши саат абрабжинаркна абржранза гвахрила ачара зневет аповеска козузи гайна рхунцана Гижна ревна корахицот. Из бензер даре гвахора усни гвахора дуб абстазара на айбишра яхтнагазус еждырет и шахахет обрзигер хамаш туг обрзиг батуакцен амш гицугяне хадара уи джейшер таха адвихода мег дзаква яйна апавеска канижна баса ревна корахицот тари Ари хама цараг зэмодзги вацаштах гинваштах гихама пятсана учение кон меписвет сгуи ана гот ипшцани хани меписапха сара абрис хяр хон ажлар иха пснежлар зегис чойт айз хара гам чалшара бзия тинчран цвер за айца атиха я хакор шницоус пажбот убрага тинчра қало абсинги тинчра хо. Оперативно-тактические учения прошли среди резервистов Гудаутского района и города Гудаута. В призывной пункт приходят и жители сел, и горожане. Явка резервистов довольно высокая. Военный комиссариат Гудаутского района с получением сегодня, то есть 13 октября в 7 часов 37 минут распоряжения, был переведен в боевую готовность военный комиссариат. По команде полная. Мы должны призвать из запаса военнообязанных и технику по штату военного времени. В связи этого глава администрации с сегодняшнего утра, после получения этой задачи, собрал экстренное совещание с главами администрации района и руководителями организаций и учреждений, где была поставлена задача о неукоснительном выполнении по повесткам, по спискам военного комиссариата обеспечить явку всех военнообязанных района на указанный пункт. Праздник урожая начался на исторической поляне Лыхнашта. Мероприятие открылось с шествия всадников с национальным флагом. Его посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он поздравил жителей села, района, а также всех гостей, посетивших это событие. Глава государства особо отметил важность сохранения и развития села как основа национальной самобытности, культуры и устойчивой экономики. В празднике участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, а также гости из Карачаева-Черкесии. Участники представляли сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки. Кроме того, администрация района подготовила праздничный концерт и спортивные мероприятия. Команды Гудаутского района состязались в метании дротиков и конном футболе. Начината ахос хажларе курхане азго анхиоп анхи мохчоп обри анхи мохчо абджаба яцо бзабани хажларе пулон цеqizat шнухазат и бишран цеqomцан ам табзиан цеqaцы анхизген табзиqало политика ам табзиqало хажларза ам табзиqалон цеqizat шалада за абсолютно хaqazaлаген цейтумархан. 500 миллионов рублей составит бюджет программы по развитию сельского хозяйства в 2026 году. Об этом заявил президент Бадра Гунба на празднике урожая в Лыхнаште. В 2024 году на реализацию программы было предусмотрено 150 миллионов рублей, а ранее планировалось увеличить сумму до 250 миллионов.
6 октября сотрудники ГТК совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД на таможенном посту ПСО задержали гражданина Абхазии Саманджи Руслана Нурбеевича, 1995 года рождения, проживающего в селе Лахнагудовского района. Саманджи сопроводили в служебный кабинет УКОН МВД, где изъяли у него 2 свертка со светлым веществом, согласно справке ЭКЦ МВД Республики Абхазия. Изъятое у Саманджи вещество является наркотическим средством метадон, масса которого составляет 1 килограмм 106 граммов. Саманджи задержан и водворен в ВВС МВД Республики Абхазия. Указом президента Бадригунба Руслан Аджба отстранен от должности министра соцобеспечения и демографической политики. Временное исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя министра Каму Адзенба. Аджба занимал должность министра с 2016 года. Распоряжением премьер-министра Республики Абхазия Владимира Дылба Давид Заурович Авицба назначен заместителем директора Абхазской государственной телерадиокомпании. Давид Авицба проработал в области телевидения 31 год, 20 лет снимал репортажи на канале ТВЦ. Работал в качестве оператора, монтажера, в последние годы работал в качестве главного режиссера абхазского телевидения. Снимал документальные фильмы об Абхазии, получившие призы на международных фестивалях. Амра Ломия назначена заместителем начальника управления капитального строительства. По словам начальника УКС Демира Гамисоня, она обладает серьезным профессиональным опытом и приступает к работе в период высокой нагрузки. Мы параллельно осуществляем контроль над десятками объектами по всей республике. Активно идет реализация инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Ряд задач поставлен нам лично главой государства Бадрой Зурабовичем Гунба. Требования к нашей работе будут только повышаться. Убежден, что Амра Утарьевна окажет максимальное содействие в реализации поставленных задач, отметил Гамисоня. Амра Ломия родилась 17 декабря 1985 года в городе Ткварчала, окончила школу с золотой медалью, а затем с отличием экономический факультет АГУ по специальности финансы и кредит, а также Уральский федеральный университет по направлению строительства. Состоялась конференция Сухумской районной организации партии Айтайра, посвященная выдвижению кандидатов в депутаты Сухумского районного собрания. Конференцию открыл руководитель районного отделения партии Арсо Читанава. Затем выступил председатель партии Айтайра Леонид Лакирбая. От партии Айтайра в депутаты выдвинуты 4 кандидата: Валерий Авицба, Самад Курикба, Нина Читанава, Марина Фитозова. Ранее кандидаты партии в местные органы самоуправления прошли в Гудаутском и Галском районах. После 738 дней в плену Хамас все живые израильские заложники были освобождены в соответствии с соглашением между Израилем и Хамас. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. В понедельник утром 20 человек были переданы Израилю через представителей Международного Красного Креста. На этих кадрах видно, как освобожденные заложники встречаются со своими семьями на военной базе Риим. Родственники едва сдерживали слезы. Весь Израиль с нетерпением ждал освобождения заложников. Люди выстроились вдоль улицы с израильскими флагами, приветствуя колонну автомобилей, в которых перевозили вернувшихся сограждан. В настоящее время они проходят лечение в больницах.
В соответствии с соглашением израильского правительства освободило около 1900 палестинских заключенных. 250 из них ранее были приговорены к пожизненному заключению. В городе Бейтуня на западном берегу реки Иордан освобожденных заключенных встречала ликующая толпа. На кадрах видно, как жители приветствуют бывших палестинских заключенных, выходящих из автобуса. По данным Управления по делам заключенных, автобусы прибыли из тюрьмы недалеко от Иерусалима. Тем временем жители сектора Газа возвращаются в свои дома после вступления в силу соглашения между Хамас и Израилем. По данным ООН, около 90% домов в анклаве были разрушены или повреждены. По данным местных властей, менее 20% домов пригодны для проживания. Жители говорят, что по возвращению не обнаружили домов, а увидели лишь руины. Первый этап мирного плана для сектора Газа, согласованного Израилем и Хамас, на прошлой неделе включает улучшение доступа палестинцев к гуманитарной помощи. Однако на этих видеозаписях виден хаос в распределительных центрах. Сотни перемещенных палестинцев борются за продовольствие. Они требуют четких решений, хотят, чтобы их родина вернулась к мирному времени. В столице банка ЦМР Абхазии переехал в новое здание. Теперь клиенты банка обслуживаются по адресу улица Ардзенба, 115. Банк ЦМР Абхазия, функционирующий в республике с 2017 года, переехал в новый офис по адресу улица Ардзенба, 115, который повысит удобство и обслуживание клиентов и обеспечит более комфортные условия для взаимодействия с финансовым учреждением. Новый офис расположен в стратегически важном районе города, обеспечивающий легкую доступность для посетителей. На церемонии присутствовали представители правительства республики, Национального банка, партнеры и клиенты, а также руководство банка. Право разрезать красную ленту предоставили вице-премьеру Джансуху Нанба и председателю Совета директоров банка ЦМР Абхазия Андрею Барсову. Является офис открытым. Спасибо. Банк ЦМР Абхазии является частью российского банковского холдинга, в состав которого входит ЦМР Банк. По сути, это абхазский банк с российским капиталом, что является ярким подтверждением прочных связей с финансовым сектором России. Полное взаимодействие двух банков внутри холдинга гарантирует клиентам банка бесперебойные и оперативные трансграничные расчеты Абхазия, Россия, Абхазия. Банк является участником национально-платежной системы АПРА и обладает лицензиями для работы с юридическими и физическими лицами. В этом году нашему банку исполнилось 8 лет. За это время мы преодолели множество вызовов, трудностей, сумели усилить свои позиции на банковском рынке, внедрить новые технологии, что позволило нам внести значительный вклад в развитие банковской сферы Республики Абхазия. И сегодня я рад представить наш новый, более комфортный, светлый, просторный
офис, который будет служить нашим клиентам опорой и помощью в их бизнесе. Банк активно взаимодействует с абхазским бизнесом и вносит весомый вклад в реализацию программ экономического развития страны, совместно с предпринимателями решая ключевые задачи, стоящие перед Абхазией. За 8 лет банк укрепил свои позиции, имеет сеть банкоматов и торговых терминалов для безналичной оплаты. Устройства расположены в крупных супермаркетах, в сети АЗС, гостиницах и в отделении банка. Мы уже не первый год работаем с банком, ЦМБанком. Мы довольны этим банком, поэтому здесь и обслуживаемся. Очень приятный коллектив, профессиональный. Все вопросы, которые решаются здесь, возникают, они решаются быстро, профессионально. Поэтому я считаю, что и руководство наше решает, что это однозначно самый удобный, уютный банк. Поэтому здесь вместе с вами. От всей души хочется пожелать банку, банк молодой, симпатичный, с сотрудниками профессиональный, и поэтому хочется пожелать развития в дальнейшем. Больше, конечно, клиентов сюда, благополучия сотрудникам, здоровья всем, удачи во всех отношениях. Гостям провели экскурсию по новому офису, по завершению которого в знак признательности стороны обменялись памятными подарками, символизирующими общие цели и укрепление партнерских связей. ЦМР-банк у нас на территории Абхазии работает с 2017 года. И за все время показал слаженную работу коллектива и положительные результаты деятельности. Что мы видим? У них увеличилась клиентская база, улучшилось качество обслуживания клиентов. Пусть в новой локации у них в коллективе рождаются много новых идей, проектов, креативных решений. Удачи вам и благополучия. Спасибо. Спасибо. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить Национальный банк за теплые слова, за поддержку и за помощь. Банк ЦМР Абхазия намерен активно участвовать в развитии экономики страны, поддерживая малый и средний бизнес, а также финансируя инфраструктурные проекты. Банк видит большой потенциал в абхазском рынке и намерен продолжать инвестировать в его развитие. Открытие нового офиса – это еще один шаг в реализации этой стратегии. Кунда Шоуа, Лаура Капш, Давид Авицпа, Давид Хашик. Абхазское телевидение. Абхазия в очередной раз стала местом притяжения. Минувшие выходные в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба состоялся фееричный финал международного конкурса красоты «Lady World». Мероприятие ежегодно собирает участниц из России и стран зарубежья. Девушки представляли свои страны, демонстрируя красоту, интеллект и творческие способности. В борьбу за корону выступили леди разных возрастных категорий. Все подробности в материале Шазины Ханагуа. Прохладным октябрьским вечером в Абхазскую госфилармонию ворвался легкий шелест волнения. Будто само время задержало шаг, чтобы увидеть превращение обычного вечера в маленькое чудо. Красная дорожка задавала атмосферу. Цвет софитов растаял над сценой, и одна за другой на ней появлялись девушки, чьи взгляды и движения рассказывали истории сильнее любых слов.
Пульс зрительного зала совпадал с ритмом музыки. Аплодисменты то вспыхивали, то стихали, оставляя за собой трепет и ожидание. Первый выход – сказка «Снежных королев». Лазурно-бирюзовое великолепие, окутанное магическим сиянием и ослепительными нарядами. Под номером 15 вышла Татьяна Тихонова из Новосибирска, бизнес-леди. Под номером 19 – бизнес-вумен Анастасия Кизилова из Кемерово. Девушки выглядят сосредоточенно и уверенно. Никаких следов волнения, только ясная цель – победа. Мы провели незабываемое время, у нас очень была насыщенная неделя. Я приобрела столько новых друзей, столько каких-то необыкновенных, не знаю, положительных эмоций. Я столько открыла в Абхазии для себя. И я очень рада, что я здесь оказалась. Я чувствую себя здесь вот прямо на своем месте. А вы нацелены на победу? Да, я жду победы, я уверена в себе. Я думаю, у меня все получится. Настроение просто потрясающее. Абхазия – прекрасная страна, которая нас встретила прекрасной погодой. Вокруг какие-то невероятные, добрые люди. Я наполнилась эмоциями, наполнилась женской энергией. Я получила такую красоту и незабываемую неделю. Поэтому главное в этом конкурсе все-таки была не корона, а наполненность вот здесь. Lady World 2025 – это не просто показ внешней красоты, а мощный стимул для личного и профессионального роста. Конкурс превращается в платформу для самовыражения, новых возможностей и реализации амбиций. Намного больше, чем борьба за титул. Ведущие вечера – певица и телеведущая Анна Калашникова и шоумен, телеведущий Ливан Тодуа. Мастерски сочетали элегантность и живую энергию, делая церемонию торжественной и теплой. Во втором выходе участницы дефилировали в дизайнерской одежде Веры Шашериной под композицию «Две планеты» в исполнении Анны Калашниковой и Ливана Тодуа. Приезжаю в Абхазию всегда с огромной любовью, с радостью. Для меня Абхазию открыл Ливан, а я для него открыла этот потрясающий конкурс. Мы с Аней этот конкурс впервые ведем, но мы ведем 18 лет. Я всегда говорил и буду говорить, какое бы мероприятие я не проводил, в каком бы концертном зале я не работал, Абхазская государственная филармония – это для меня особая энергия, потому что это моя историческая родина. То, что касается моей родины, моей Абхазии, это всегда двойная ответственность, и я всегда с огромным удовольствием по максимуму отдаю своему народу свое творчество, свое видение. В зале царила праздничная напряженность. Зрители оживленно обсуждали наряды, аплодировали, снимали происходящее на телефоны. Конкурс в Абхазии проводится лишь во второй раз, и это делало момент особенно памятным. Члены жюри сосредоточенно наблюдали за выходами, а болельщики держали плакаты и кричали в поддержку своих участниц. В прошлом году мы провели финал, и нас пригласили провести полноценную неделю в Абхазии. Нам очень нравится эта страна, она очень многогранна, у вас очень интересная культура, а конкурс нацелен в первую очередь на обмен культурами. Девушки приехали с разных стран, и я считаю, что история Абхазии, она очень интересная, и нам хотелось рассказать об этом нашим участницам. У нас 3 категории, это категория до 40 лет, 40-50 и категория сайз. Это сейчас категория очень модная, очень современная, мощная поддержка в лице непосредственно и правительства. Куратор вообще нашего конкурса второй год – это Роберт Витальевич Киул. В международном конкурсе красоты Lady World участвуют 24 девушки, победительницы национальных отборов. Конкурс собрал леди разных возрастных категорий. На первом этапе каждая участница представила визитку, рассказала о себе и своей стране. Второй этап оценочный. У них целая неделя идет. Я при пати вел открытие. Ливан вел, кстати, открытие при пати, где они представлялись, жюри. У них своя была вечеринка, свое представление, какие-то конкурсы, а также у них поездки были каждый день, какие-то фотосессии, какие-то свои благотворительные дела. То есть этот конкурс, он длится вот как и Мисс Россия, и Миссис, там всякие вот эти конкурсы, они длятся, как правило, неделю. И вот девочки неделю работают, а сегодня они выдают по максимуму результат. И самое главное, вот Аня правильно подметила, еще раз хочется сказать, что девочки не просто участницы, там не будет недостойных девушек, недостойных нарядов, потому что это Абхазия, это Кавказ, и люди понимают, что здесь есть какие-то свои регламенты, и они все сдерживаются, чтобы публике предельно было комфортно.
На международный конкурс красоты приехали победительницы 2024 года. На их плечи возложена важная миссия – передать титулы и короны новым победительницам, поддержать и вдохновить участниц своим примером. После конкурса, конечно, жизнь меняется в лучшую сторону. Тебе дают очень много внимания, предлагают какие-то партнерские отношения, предлагают какие-то спонсорские отношения. После конкурса моя жизнь очень круто поменялась. Я создала и произвела свое средство для роста волос и сейчас продвигаю его на весь мир. У меня добавилась медийность. Я благодарю конкурс за то, что он открывает наши грани, подсвечивает наши сильные стороны и изменяет жизнь леди в лучшую сторону. Под песню «Что хранят ночи» состоялся третий выход. Девушки появились в вечерних нарядах. Элегантные платья, прически, а сияющие украшения ловили свет, придавая выходу легкую загадочную роскошь. Бросить что-то вновь, где-то вдалеке ты одна, любовь. Мы безумно счастливы, настолько эмоций. Вообще просто все очень замечательно прошло. Мы болельщики Филатовой Натальи, голосовали за нее, приехали из Сочи, из Новосибирска. Зарядились положительными эмоциями, и на следующий год мы обязательно приедем поболеть. В итоге гран-при получила Ирина Достовалова. В номинации «Леди World 2025» лучшей стала Алина Петренко. Первой вице – Олеся Вязина. Второй вице – Алена Ламова. В номинации Queen World 2025 корону получила Наталья Филатова. Первой вице стала Татьяна Тихонова. Второй вице – Екатерина Ермоленкова. Победительницей плюс сайз Lady World 2025 стала Юлия Кузина. А приз зрительских симпатий получила Ирина Некрасова. Также партнеры мероприятия подготовили оригинальные подарки. Жюри тепло поздравило всех участниц, а в зале царила атмосфера радости. Я всегда считаю, что любая оценка, оценочное суждение, оно все равно будет субъективно в каком-то плане. Поэтому вообще я всегда боюсь сказать, что вот этот человек красивее всех, потому что мне трудно разглядеть красоту со сцены, потому что красота – это не только внешность, видимо, духовная составляющая, а это увидеть немножко тяжело со сцены, поэтому просто за то, что вы сильные, и вы стараетесь создать себе праздник, людям праздник, создать какие-то образы интересные, как-то активизировать женщин разного возраста для того, чтобы они все-таки обращали внимание на себя, это само по себе очень важно. Да, а так, конечно, все это очень интересно, но в будущем, конечно, я, например, хотела бы, если я смотрю конкурс красоты, чтобы у меня была возможность, на самом деле, больше увидеть личность. В этот вечер победила не только корона, а искренность, сила характера и общая поддержка, которая превратила сцену в пространство вдохновения и надежды на новые свершения. Шазина Ханагуа, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Фонд помощи безнадзорных животных «Добрый город» при поддержке администрации города Сухум в 6-й раз организовывают акцию бесплатной стерилизации безнадзорных и домашних животных. Акция проходила в селе Дзукта, а также на Новом районе. Мероприятие посетила Аэлита Арутюня. Домашние животные – это те друзья, за которых мы несем ответственность, даем им дом, еду и просто заботимся о них. Поэтому, чтобы жизнь четвероногих приятелей стала лучше, следует провести стерилизацию. Кира Зейкироглы отметила, что на Новом районе большое количество бездомных животных, которые нуждаются в помощи. К сожалению, именно на Новом районе сосредоточено очень большое количество безнадзорных животных. И вы можете увидеть, какое количество хозяйских и безнадзорных животных сегодня принесли на стерилизацию. Данным гуманным путем мы пытаемся решить вопрос и проблему нахождения безнадзорных животных на улицах нашего города, тем самым обеспечить безопасную жизнедеятельность для наших граждан. Также Кира упомянула о важности проведения стерилизации. Такие акции помогают ограничить количество потенциальных беспризорных животных. Стерилизация – это единственный гуманный способ сократить популяцию безнадзорных животных.
и уменьшить их нахождение на улицах нашего города. В свою очередь, от имени фонда «Добрый город» хочу выразить огромную благодарность администрации города Сухум, нашему главе Агырба Тимуру Михайловичу за поддержку и за стабильность в решении данного вопроса. На данную акцию стерилизации записано более 150 животных. Вчера, 11 октября, мы простерилизовали 54 собаки. На сегодня записано более 50 собак. Ведь бездомные животные могут представлять угрозу для людей. На новом районе работу ведут уже во второй раз, отметил Роман Кутарба. Вы видите активность людей, потому что здесь не только касается бездомных животных, но и домашних животных. Ведется стерилизация. Хотелось бы, наверное, поблагодарить. Этим занимается фонд «Добрый город», всех руководителей фонда и администрацию города, которая оказывает поддержку им. Каждый четвероногий друг нуждается в заботе. Особенно это касается тех, у кого даже нет дома. Роман Кутарба обратился к жителям города, чтобы люди не оставляли своих питомцев. В дальнейшем есть планы, конечно, продолжать. Мы будем взаимодействовать с фондом «Добрый город» и проводить это регулярно, на регулярной основе. Всячески им будем со своей стороны тоже помогать. Я думаю, это принесет хорошие результаты. Конечно же, обратимся ко всем жителям нашего города, чтобы не бросали животных на произвол судьбы, потому что потом приходится очень тяжело. Люди занимаются, это огромная работа, вы сами видите, что происходит. Они вот приезжают с утра до вечера этим занимаются. Большое количество людей посетило акцию, чтобы простерилизовать своих питомцев. Ведь, как писал Антуан де Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Айлита Арутюнян, Алхас Псарди, Аля Самичба, Абхазское телевидение. Открытие 9-го международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии-2025» состоялось в Абхазском государственном университете. В нем участвуют более 30 художников из Абхазии, России и Южной Осетии. В этом году мероприятие посвящено 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Арзенба. В первый день арт-пленэра состоялась научно-практическая конференция «Традиции и современность». С 14 по 18 октября участники пленэра посетят разные места в Сухуме, родное село первого президента Абхазии Владислава Арзенба, село Нижняя Шера, город Гагра и Новый Афон, озеро Рица. Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» завершится 20 октября итоговой выставкой работ, которые будут представлены в фойе АГУ. Арт-пленэр проходит при поддержке президента Бадры Гунба. В Абхазии стартовал проект «Свет культуры в каждом штрихе». Он включает архитектурную подсветку 5 объектов историко-культурного наследия, а также создание 5 мини-муралов, посвященных абхазским традициям и ценностям. Об этом рассказала руководитель проекта, победитель конкурса «Команда Абхазии» Анжелика Вартикян. Осетинский ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Махдук. Наша эпоха» посвятил сентябрьский номер литературно-художественному и общественно-политическому журналу «Алла Шара». В номер вошли абхазская проза, и издание проиллюстрировано фотографиями достопримечательностей и событий из истории Абхазии. Главный редактор журнала «Алла Шара» Анатолий Лагула подчеркнул, что абхазы и осетины имеют древние этнокультурные связи. 8-й музыкальный фестиваль «Хибла Гирзмава» приглашает проходящие при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, а также правительства и Министерства культуры Абхазии вновь возвращается в Абхазию. 15 октября на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанпа в Сухуме состоится событие особого масштаба. Открытый концерт Хиблы Гирзмава и Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром России. Впервые в Абхазии прозвучит программа «Я люблю тебя, жизнь». Уникальный музыкально-патриотический проект, посвященный 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Концерт станет подарком народу, вход будет свободным, а для того, чтобы как можно больше зрителей смогли насладиться этим вечером, на площади у театра будет установлен экран с прямой трансляцией. Начало в 19 часов.
Музыкальный фестиваль «Хибла Гирзмава» приглашает, основанный в 2001 году, уже более 2 десятилетий является неотъемлемой частью культурной жизни Абхазии и России. Традиционно он открывается на родине певицы. Летом 2025 года первые концерты прошли в Сухуме, Биди и Пицунде, после чего стартовал масштабный гастрольный тур. Тур продлится до декабря. Его маршрут охватит более 20 городов России и зарубежья, от Байкала и Монголии до Камчатки, от Поволжья до севера и запада страны. Уже состоялись концерты в Иркутске, Магадане, Петропавловске, Камчатском, а впереди Ярославль, Воркута, Петрозаводск, Астрахань, Сургут, Москва, Воронеж, а также Австрия, Чехия и Турция, где впервые пройдет финальное закрытие фестиваля. Концерт в Сухуме 15 октября станет кульминацией абхазской части фестиваля и одним из главных событий его 23-го сезона. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 14 октября, на территории Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды, преимущественно без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 14-19 градусов, температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.